Этот спилил. Оторвал. Это жестко, конечно, тут. Это жестко. Бля. Да, у них прижало пилу. Потом воротом как-то вытаскивали. Ой, не нравится вот этот мне заторкчик, блин. Основной вон там будет. Там большая толстая камля. Столетняя. Если вот здесь пилить как-то. Да, не так все просто, ребят, тут. Не так все просто. Вот это толстая. Это толстая. Ну, сейчас что-то будем делать. Шинковать, наверное, оттуда надо. Если я здесь пилю, это в воду упадет, потом еще хуже пилить будет. А если я оттуда буду шинковать, что смогу потом еще это спилить, пусть сломается.
18 лет. Черный пистолет. Иди отсюда, парень. Открыл коридорчик, немножко вспотел и без болотных сапогов сегодня я. И, ребят, вообще, как ни крути, болотные сапоги нужны, потому что когда пилишь, вода летит на тебя и становишься ты вообще сырой. Сейчас проедем. На обратном пути, может быть, придется снова пилить вот такие. Смотрите, какое бревно толстое. Думаю, шина там достанет или нет. Ну, все, смог спилить. Сейчас коридорчик есть. А на обратном пути может что-то измениться. В смысле, я имею в виду, вода упадет. Может, эти бревна выше будут. Или пилить удобнее, или наоборот еще хуже, может еще какое-то бревно придет сюда. Это уже на обратном пути. Все буду снимать, показывать. Вот. Ну, главное, справился. Это настоящее, это все настоящее. Это не то, что вот красивые фильмы смотрите и радуетесь. Все как проходит, все гладко. У меня не так. У меня все проходит через пот, через силы, трата энергии, но не сдаемся никогда, только вперед. Но осенью, ребят, будет здесь полный, я не знаю, полный капец. Потому что здесь можно пройти, скажем, но эти бревна придется пилить, так спилим. Или же, если воды не будет, я вообще, может, даже и на лодке не буду подниматься нафиг. Вот. Толку не вижу никакого. Но, конечно, вещи перевозить на лодке самый легкий вариант. Вот. Ну все, идем дальше. Нормально. Не такое проходили. Бывало хуже, но здесь, ребят, смотрите, это жесть. Это настоящий завал здесь набирается. Это не очень хорошо. Да, конечно, немножко я промок. Но ничего, просушится на ветру. Опа! Опять, блядь. И снова бревно. И там тоже не проехать. Не проеду. Здесь поворот, здесь медведь лося показывал в прошлом году, прошлой осенью, вот тут на повороте. Но обратно уже там придется идти. Здесь высохнет, но здесь сейчас проскочу. Тоже завал тут. Капецкий. Блядь. Ай, бля. Ребят. Ой, блин. Тут завал. Здесь вообще опасно, ребят. Честно говорю. Может приезжать капитально. Уф. Очень опасно. Не знаю, что делать. Сейчас я подниму, потом течение может унести меня. Как-то надо все продуманно сделать, иначе удачи не видать. Здесь течение очень большое. Очень опасный
Место не нравится вообще. Бля. Как быть? Хотя бы до туда надо мне подняться, а потом уже мотор пускать. Чуть-чуть не проскочил, блин. Потом повернуло меня. Течение нехорошее. Что-то я завис. Течением давит капитально. Вроде идет. Может перевернуть лодку запросто. Нафиг. Сейчас, здесь уже разберемся потом. Нафиг. Вот так прилипнет и может перевернуть лодку. Честно. Сейчас назад поеду. Там завал образуется. На обратном пути придется пилить. Так, ладно. Все. Этот еще выскочил. Тула, мы лечим. Поставлю, блин. Возьму его. Бак! Бак! О! Тула! Бак где? Лак, все. Этот завал то здесь, то там. Вот тут стоял один раз, очень большой тоже. Лебедкой пришлось даже вытаскивать лодку. Но он где-то вот тут. За елку я еще цеплялся. Вот здесь большущий завал был. Да, вон на ту елку цеплялся. Все помню прекрасно. Очередной завал, ребят. Елка огроменная. Ладно, назад сдам, да. Может получится перепрыгнуть. Получилось. Едем дальше. Вода упадет, пилить сможем. Сейчас бесполезно. Под водой бревно. Блин, не успел, ребят. Такое бобрище было. Сидел так классно на земле. И камера выключена была. Вот это кадр был. Такой огромный, ребят. Как медведь, вон он. Вот он. Самое главное, он большой сидел такой. Он плавает. Он
Он там нору, наверное, копает. Такой огроменный. Вот тут. Прям на берегу сидел, такой силуэт хороший. Блин. И, короче, я вместо того, чтобы включить, я выключил камеру и такой красивый кадр пропустил. Так жалко, конечно. Вот это да. Вот тут грызет, наверное, осину. Видать, где-то здесь живет. Утки белоснежные. Это нырковые утки. Ребят, немножко не вовремя выключился аккумулятор. Ну, разрядился аккумулятор и выключилась камера. В общем, здесь вот на повороте 2 утки взлетело. И вот тут 2 утки. Они еще в кадр попали. Хотел остановиться, я уже вот здесь. Как бы наша остановка. Прям напротив остановки были утки сидели. И у меня бумс, аккумулятор разрядилась и все, капец. Ну, в общем, доехали хорошо. Здесь, можно сказать, река чистая. Здесь завалов не было вообще. Последний раз, когда я перепрыгнул елку, там небольшие, там туда-сюда и проехал. Ну, не стал уже включаться. Не пришлось мне доставать топор и бензопилу. Все, короче, Тулан тоже ждет меня, когда пойдем на избушку. Сейчас будем перетаскивать все вещи. Там ящик, ведро, снова ящик и рюкзак. Вот. Бензопилу еще надо с ружьем. Вот, топор взять. Вот это все перетащим. И уже будем обживаться в избушке. Будем жить с ночевкой. Хотя одну ночь переночуем, а там видно будет. Вот. Тулана сразу посажу на цепь возле избушки, чтобы он никуда не ушел. А без собаки, ребят, страшновато. Здесь вот следы какие-то были, тоже видел. Не то лось, не то медведь перешел в речку. Не стал уже разворачиваться, посмотреть. Ну, надеюсь, пройдет все хорошо, без приключений. Нам медведи не нужны. Сейчас сперва налегке схожу. Рюкзак возьму и оружие. Потом уже все остальное. Если озеро открыто, уже на лодке все перевезу. Легче будет. Так. Ну, топор еще нужно взять. Так. Или топор оставлю. В принципе, в избушку топор у меня есть. Да, пока оставлю здесь. Все, налегке схожу. Потом переоденусь. Мне сейчас тепло идет, блин. Вот так вот. Тепло сегодня у нас. Лоси тут тоже были. На тропе ставили. Свои автографы оставил. Зимой я вам рассказывал, что приеду еще. Ночевали, видать, тут лоси. Приеду сюда заготавливать дрова. Вот это все вам показывал. Но весна такая быстрая получилась, что, блин, снег растаял и не смог я приехать. Вот. Елку эту хотел до избы перетаскать. Вот еще вторая елка. Сейчас скоро нам тоже свалится. Тихо тут. Птицы поют. Насчет клещей, ребят, вот спрашиваете постоянно, как там клещи у вас. Ну, блин, редко попадаются, конечно даже. В прошлом году у собаки на лбу сидел. А так, чтобы вот на меня когда-то
залезал. Ну, может, и он тоже был на мне, но я не видел его. В принципе, вдоль берега возможно пройти на лодке и, думаю, ну, до хрена еще вот такой вот снег со льдом, непонятно, каша какая-то. Дошел до избушки. Все хорошо, изба. Самое главное, изба стоит. Тула спать. Тут я приваду оставлял, там остатки сладкие. Ну вот сейчас все уже снег растаял. Чолом заракарка. Ледю иншотчины. Снег еще лежит там, но совсем мало. Вот такие дела, ребят. Все. Сейчас будем обживаться. Не такой трудный путь был по большой воде. Конечно, намного легче. Вот так. Избушка, светло, прохладно. Скажу вам, чувствуется вот прям холод. Все ровно стоит. Так, матрас, все есть, пол тоже пока терпимо. Бывает вообще, но приподняло, середина, видно, что приподняло. Давайте еще обойдем, посмотрим. Здесь немножко щепки. Это зимние мои, после зимних походов. Труба не скосилась, потому что я зимой приезжал и снег выше там убрал. Вот. Это все утеплено. Смотрите, воды вообще нету. Ну, не так много. А, есть. Плавает, как обычно. Фига. Ну что сказать, тут в принципе один сезон, хоть без этих ремонтов, хочу просто побыть здесь. А то каждый год я приезжаю и постоянно надо приподнять вот этот. Ну та сторона вроде чуть-чуть ниже стала. Утонула снова. А так все нормально. Медведи не шалят тут у нас. Ни разу еще не было, чтобы медведь в избушку влез там. Да и здесь пока все нормально. Но воды достаточно, да. Много. Скажу вам. Вот. Когда буду уезжать, это все открою полностью. Это мох уберу. Не, нормально в этом году. Еще это нижнее бревно, он на весу, он на чурках, ничего не надо делать. Вот это радует. Вот здесь в луже вода. Где-то с полмесяца, если чуть позже приехать, думаю, вот это все уже подсохнет. Сейчас еще вот оттуда вот снег тает, и сюда, наверное, немножко тянет воду. Ну, примерно так, ребят. Этим я убрал снег. Там зимой там показывал. Мангал сейчас поставим в безопасном месте куда-нибудь туда. Дров еще достаточно. Отсюда дрова сжигать не стану. Это под навесом пускай будет. У меня запас дров еще там в прошлом году заготавливал. Оттуда пару чурок принесу. Но здесь самое безопасное. Сюда мангал поставим, как всегда. Весеннее место, потому что здесь лужа и здесь все кругом сыро. Вот. Если близко к избушке, как осенью, то сейчас все высыхает, и просто если огонь убежит, то капец. Это будет очень плохо. Сейчас надо раздеться.
чай из термоса, наверное, попью. Успокоиться и уже что-то буду делать. Приехал быстро, что времени вагон еще. Суп надо сварить, дрова заготовить. Ну и по мелочи там. В принципе, все хорошо. Сейчас посмотрел здесь в пакете остатки у меня. Оказывается, смотрите, целый килограмм еще подушечных конфет. Такие конфеты. Там, оказывается, 3 пачки еще супа. Я еще привез 3 пачки. Я имею в виду звездочку, которую я вам показываю постоянно. Пачковый суп. Он у меня в наличии есть и еще в запас. Ну пускай будет. Но самое главное, срок годности, чтобы не пропало. Если срок годности уже уходит, скажем, до осени, я сюда не оставлю вот эти пакеты. В общем, буду перебирать, что оставить, что обратно ввести. Я имею в виду продукты. Вот. Там еще пюрешка есть. Но не считая макарон, рис, это все есть. И дополнительно еще привез. Я ради этого сюда и приехал, чтобы привезти провизию, продукты для осенней охоты, ранней осенней охоты. Когда вот охота открывается, я обычно пешком прихожу сюда. И потом уже на лодке поднимаюсь. Вот. Чтобы он был в запасе, чтобы было. Кто знает, что возможно там осенью получится там на лодке подняться, или же я вот надумаю приехать там на трицикле, там полпути, скажем, я приеду, и остальное пешком приду, с пустым рюкзаком приду, все, здесь у меня есть сахар, там макароны, консервы не оставлю, консервы это испортится, а все остальное, вот не портящие продукты, чтобы в запасе у меня было. Ну, грудинка Викторовна приготовила очень вкусно. Пожалуйста. Блин, готовит бомбически, конечно, она. Вот. Съем. Немножко и за вещами схожу. Сегодня времени у меня есть еще. И поблизости от избы куда-нибудь схожу, там заготовку сделаю, ловушки для куницы на зимнюю охоту, на будущую. Ремонтом заниматься не хочу. Все у меня как бы в порядке. Если поблизости свалилось где-то дерево, еще заготовлю дрова. Пускай будет. Пилу взял. Вот, фотоловушку установлю. Одну уже установил по пути. Что? Сегодня вот самое главное, ребят. Самый красивый кадр. За столько лет, сколько я езжу, я бобров каждую весну вижу. В прошлом году практически их не было, а в этом году, получается, 2 или 3 штуки увидел. И последний бобр, но он просто огромный. В воде голова вот такая маленькая, но, ребят, он такой, я не знаю, как очень большой. Намного крупнее даже турлана моей собаки. Он сидел так, грязный вещь. Я сразу не понял. У меня камера включенная была, но запись отключена. Камера включенная. Я думал, он выключен. Я хотел включить, он выключился. Потом нажимаю, сразу он не включился. Он сидит, не убегает. И уже я газ кинул прям рядом, недалеко. Потом
Включился наконец-то, включился, потом загружается, включай, не включается. И он блюхнулся в воду, нырнул. Потом уже я включил, он уже плавает там. Вот это да, вот это, наверное, крупный самец бобр был. Он очень большой, ребят. Честно, он большой был. Обычно я их встречаю постоянно в воде, плавают. Этот под елкой что-то там грызет корни у елок. И сидел он там. Просто сидел. Капец. Надо же так. Ладно, болтаю. Фильм будет многосерийный, как всегда. Ну, посмотрим. В основном, конечно, быт будет. Сейчас весна, в тайгу мы не пойдем далеко. Возле избы покрутимся тут, поживем, звук природы послушаем. И обратно поедем. Самое главное, я довез, что хотел. Коробки вот эти оставить. В амбар одну коробку оставлю. Там тоже мыши бывают, лезут. И вторую коробку здесь, в кладовке. От мышей все это, чтобы хранить продукты. Уже мерещится тоже вот этот клещ, блин. Не знаю.